Приветствую всех на канале Магия Песка. Мои дорогие любимые зрители, меня зовут Ольга, и сегодня для вас я сделаю отсыпочку на такую тему. Что ваш мужчина понял про вас? Что вот ему о вас открылось? Какую правду он о вас узнал? Давайте посмотрим, очень интересно. Пусть нужная и важная информация откроется. Вы же, пожалуйста, загадайте на своего мужчину и ни о чем другом не думайте. Я прошу высшие силы дать мне возможность ответить на все ваши вопросы и послать для вас только лишь самую важную, нужную и полезную информацию. Ого! Здесь какая-то королева выходит. Женщина с короной на голове. И женщина, которая выше стоит, чем мужчина. Здесь, конечно, мужчину понесло. Вы знаете, может быть, он вас просто недооценивал. Почему-то мне такая информация пришла, что он вас просто изначально недооценивал. Считал, что вы, скажем так, наивная, глупенькая, что вы слабенькая, такая ранимая. А оказалось, что вы настоящая королева. Причем королева, которая твердо стоит на ногах, обладает недюжей силой и умом, и корона вам не жмет. Корона вам точно не жмет. И эту корону вы по праву носите. А он буквально там на несколько ступеней ниже, чем вы находится. А при этом пропасть между вами просто какая-то беспредельная, неограниченная, очень глубокая, кстати. Вы как будто бы его обошли по всем параметрам, по всем сферам. Допустим, интеллект, способность о себе позаботиться, зарабатывание денег, социальные какие-то моменты. И мужчина не знает, как на это правильно реагировать. Либо он не понимает, что радоваться ему, либо наоборот огорчаться. Вот открылось ему, что вы не простая женщина, что не глупая далеко, что способны не только о себе заботиться, но и о нем тоже, да? Возможно, вы уже начали о нем заботиться. И он такой, блин, ну как так, я же мужик. Как такое может происходить? То есть картинка просто перевернулась в его глазах, и он еще до конца не понял, как ему на это реагировать, как ему к этому относиться. Что это? Большое счастье, большая удача, либо это какое-то проклятие, что женщина умнее, чем я, что женщина мне фору во всем даст, и все равно я проиграю. Вот как-то так мне идет. Ему хочется об этом с кем-то поговорить. Может, с другом, может, с мамой, еще там с кем-то. Но он не решается. Он не решается, потому что эго его все-таки задето. Я бы даже сказала, немножко ранено. Потому что о себе он был высокого мнения, считал, что он такой прям подарок жизни, что он мужчина хоть куда, да, такой весь из себя крутой перец. А тут такое открылось. Не знаю, девочки, за последнее время что-то между вами явно поменялось. Либо вы начали разочаровываться в этом мужчине и все взяли в свои руки, либо вы просто немножечко как решили показать мужчине, да, что не все от него зависит, да, что ваша жизнь — это ваша жизнь, а что там будет с его жизнью — это не настолько важно. Что есть, то есть. Давайте я еще на картах посмотрю. Я не могу понять, для него это плюс, либо для него это минус. Но он так растерян, он так ошарашен. Он такой, да как же так? Да как это может быть? Да неужели это правда? Да? Вот поверить не может. Вот факты налицо, но поверить он не может. Что вы королева, что вы корону носите, что вы выше, чем он. Что он вам, как и в подметке, не годится, да, не дорос. И для него, да, удар ниже пояса по его самолюбию. А с другой стороны, вы же такая королева и выбрали его. Это значит же, есть в нем что-то такое хорошее, да, либо там какая-то гениальность, что вы среди всех мужиков выбрали такого, как он. Сейчас посмотрим, для него это что? Счастье или беда?
Ну вот она, ваша бланка сразу вышла. Так. Я же говорю, он теряется, он не понимает, что это. На самом деле этот мужчина вас очень любит. Очень любит. Он прям, знаете, вот сердцем чувствует, что вы можете полностью изменить его жизнь в лучшую сторону, украсить, сделать жизнь лучше. С вами вообще действительно у него все по-другому пошло. Даже как-то, знаете, поприятнее стал выглядеть. Его стали хвалить, либо его стали замечать. А возможно, вы часто ему даете какие-то советы, либо как-то аккуратно в разговорах там даете какие-то наставления, подсказочки ему даете. А он потом приходит, например, на работу, да, это все озвучивает, и люди там: о, какой ты умный, какой ты молодец, какой ты креативный, прогрессивный, да ты вообще гений, да. И он такой: блин, ну это же она мне все рассказала, я бы сам не догадался, я бы сам не додумался. Но в то же время, да, и ему нужно провести аналитику, да, и сравнить все выгоды и все, например, потери, репутационные потери, да, если он будет вместе с вами. Но сейчас в целом он очень счастлив, и счастлив тому, что вы есть в его жизни, что он любит вас, вы любите его, и что прекрасные перспективы перед ним открываются. То есть так как с вами он еще ни с кем не был счастлив, и так как с вами ни с кем ему не было хорошо. Это прям факт, это факт. Ну а то, что эго задели, ну а как он хотел? Нет такого, чтобы все были равны, да? Кто-то умнее, кто-то глупее, кто-то наивнее, кто-то более рассудительный, кто-то более расчетливый, да? Ну все люди разные. А то, что, возможно, он как-то женщин обесценивал, да, недооценивал, ну так извините, это от его, скажем так, от его высокого ума, да, либо от его каких-то приобретенных стереотипов, да, кто-то ему там внушил, рассказал, либо он сам в это уверовал. Вот, ну, ему ж никто не говорил, что это прям факт, да, истина в последней инстанции. Ну, тут такое открылось. Угу. Открылось. Девушки, вот если вы устали от этого мужчины, либо он вас конкретно уже разочаровал, смотрите, чем больше вы от него устаете, чем больше вы в нем разочаровываетесь, тем сильнее он к вам прикипает, тем сильнее он, ну, как в зависимость, что ли, от вас попадает. Вот как-то так это действует. И если вы захотите вдруг этого мужчину бросить, ну, либо как-то вывести из своей жизни там технично, то этот мужчина будет цепляться за вас, причем цепляться и руками, и ногами, и зубами, и вам очень трудно будет это сделать. То есть чем больше вы его прогоняете, тем сильнее он к вам прям тянется и пытается прилипнуть, там, намертво прилипнуть. Вот. Ну, да, скорее всего, чувствует вашу силу, чувствует, что с вами он точно не пропадет, а наоборот, жизни там фейерверком будет бить. И сам себе это объяснить не может, но вот тянет со страшной силой, да. Вот как будто бы, если вы уйдете, то свет потухнет, кислород исчезнет, и он, как знаете, задохнется просто, да, не сможет существовать. У него прям, знаете, какие-то даже панические атаки могут быть, что вдруг вы уйдете. И если мужчина очень сильно ревнует, то панические атаки уже начались. То есть он боится. Он боится, что он вас потеряет, что он вас лишится, и мир его схлопнется, и это как бы все, последний день на земле. Ну и понятно, что он так себя ведет. Да? Это поведение, конечно, не очень приятное, но тем не менее. Если вы только лишь начали встречаться, то мужчине нужно просто время, да, свыкнуться с той мыслью, что вот так ему в жизни повезло, что настоящая королева выбрала его. Не короля, не принца, там, не кого-то там, а именно его, да, за что ему такое счастье прилетело. Вот. А если вы имеете отношения, у вас все хорошо, ну типа нормально, да, то знаете, что ваш мужчина, ну, готов в огонь и воду пойти, если вы ему скажете, даже не будет задавать лишних вопросов, да, зачем это нужно. Как бы он там ни кичился, как бы он там не хвастался собой, своими какими-то якобы там особенностями, сильными чертами, но на самом деле, если вы скажете, то он пойдет в огонь и воду и даже не спросит, зачем. Просто потому, что вы это сказали. Просто потому, что вы сказали, что так надо. Есть такое. Он сам не заметил, как он начал
просто жить вашим умом, да, во всем слушать вас, во всем вам доверять. Как-то, ну вот идет мне, что стал жить вашим умом. Может, он даже пользуется вашей лексикой, да, в вашем стиле общается. Вот как-то так мне идет. И люди его за это хвалят. И он такой, блин, да, я такой умный. А потом такой, ой, это же она сказала, я просто повторил. Да, и такое может быть. И еще ему открылось, что вас нельзя, скажем так, драконить, да, вас нельзя расстраивать. Потому что когда он вас расстраивает, у него все время что-то происходит такое негативное. Постоянно какая-то, как чертовщина, он называет это чертовщиной. Допустим, вы там поссорились, он выходит и там раз там ногу подвернул, либо колесо пробил, либо его остановили, оштрафовали, либо там еще что-то случилось. То есть это происходит, и он такой, блин, да как так, да почему? Сначала он думал, что это совпадение, потом он такой, ну, мне кажется, а потом он такой, ну, блин, это 100% так, да? Как только он вас разозлил, как только вы расстроены, либо вы там поссорились, все время какой-то факап происходит с ним. Постоянно, регулярно. Он, кстати, возможно, вам об этом говорил, возможно, и не скажет, да, в зависимости, да, какой мужчина. Но, тем не менее, это есть. И если этот мужчина делает вас счастливой, либо вы ему очень довольны. Кстати, я не вижу, чтобы он прям часто делал вас счастливой. Ну, это, скорее всего, как редкое явление. Но, тем не менее, если ему удается вас порадовать, вызвать прилив счастья у вас, то у него какое-то дикое, безумное везение в жизни начинается. Да? Он прям какой-то счастливчик, везунчик, как будто бы его сама госпожа Фортуна в лоб поцеловала. Такое тоже было, но это было редко, да? Пару случаев всего лишь было, потому что мужчина, как бы он ни старался, но прям счастье вам подарить, это не то, что он способен, да, либо, как сказать, да, то есть там, возможно, какое-то стечение обстоятельств, да, ваше хорошее настроение, плюс там он постарался, и вот как одно на другое внахлёст пошло, и вы чувствуете себя счастливой, тогда как бы к нему удача приходит. Так, еще, правда ему открылась по поводу того, что вы очень сильно заботитесь о тех, кого вы любите, и неважно, это человек, либо это животное. И если вы любите, то любите уже до конца без остатка, да? Вы готовы на любые жертвы пойти ради тех, кого вы любите. И он так не умеет. И он вообще не знает других людей, которые так умеют. Его это действительно очень сильно будоражит и восхищает, да? Ну, потому что это гениально. Да? Я люблю, и я на все готова пойти ради любимого создания, существа. Будь то человек, будь то животное. И еще у вас 100%, либо опять же, да, есть способность предвидеть будущее, либо вы такой вот человек, который мелочи, детали замечает, да, и у вас все хорошо с головой, с аналитикой. Вы практически никогда не ошибаетесь. Все ваши предсказания, либо прогнозы сбываются буквально там тютелька в тютельку. Сначала у него холодок бегал по телу, когда это происходило. Потом он прям сам себя убедил, что вы какая-то ведьмочка. Но сейчас он думает, что вы просто очень талантливый либо гениальный человек. Он понимает, что не всем дано, не каждому дано, но вам точно дано. То есть мистики он уже там практически не видит, просто считает, что вы, да, очень детальная, очень внимательная, умеете анализировать, умеете сопоставлять, там в голове, как, знаете, компьютер у вас. Сказать, что ему это нравится, с одной стороны, да, ему это нравится, и он тоже от этого в восторге, но с другой стороны, это же тяжело. Вы понимаете, вас невозможно обмануть. Либо когда он вас пытается обмануть, вы его просто вот как читаете сканером, да, и на ложь у вас вот этот сигнал тю-дю-дю-дю, и он такой, блин, да как так, невозможно обмануть. Но это же тяжело, как ему жить, как он секретики должен свои мужские хранить от вас. Там, скорее всего, мужики хвастаются, что они там и так же он своих обманывает, а этот не может. Не может. Хочет, но не может, да. Пытался, но не получилось. Очень тяжело
да, всегда говорить правду. Есть вещи абсолютно нелицеприятные, которые бы мужчина хотел оставить при себе. Либо хотел бы, ну, чтобы никто не знал, да, чтобы никто не спрашивал. А вы прям такая проницательная. Вот что-то случилось, он такой: буду держать там счастливое лицо, чтобы она там не докопалась. Но вы все равно видите любые изменения в его лице, в его мимике, в его голосе. Вы замечаете, улавливаете и сразу начинаете его расспрашивать. Когда он пытается отвернуться, да, как-то вывернуть это все, вы сразу такая: точно врешь. Да? И очень тяжело ему от вас что-то скрывать. Может скрывать только лишь если спровоцирует ссору. Да? Вот, типа: не трогай, я обиделся, я там взял и убежал. Так может скрыть. Но опять же, как только вы миритесь, вы же все помните, вы к этому возвращаетесь, и это тяжело. И, кстати, я вижу, что по поводу ваших способностей предсказывать, либо делать прогнозы, он перед кем-то хвастался и говорит, что вот у меня такая девушка, либо у меня такая жена, вот все, что скажет, все сбывается. И даже спорил, потому что человек говорит: да такого не может быть, ты типа преувеличиваешь. Он такой: нет, вот клянусь, у меня жена такая, либо моя девушка, она такая. Прям, да, там даже спор был, чуть ли там не подрались. Ну, потому что это факт, это правда, и это не то, что он воспринимает и верит, а именно то, с чем он проживает. То есть, как ни крути, но это происходит постоянно. Еще, мои хорошие, мужчина узнал, какая вы решительная, какая у вас сила характера, сила воли. Вот он, опять же, как вы, не может. Ну, не может, да, он себя жалеет, он там может тебя там расслабить, дать себе слабину, а вы нет, вы, если что-то решили, там, не кушаю сладкое, все, как отрезало. И как бы он там вас не искушал, вы сладкое кушать не будете. Либо вы решили, там, не знаю, чем-то заниматься, что-то делать, а это что-то трудное. Но вам тяжело, вам трудно, но вы не сдаетесь, да, вы продолжаете, пока успеха не достигнете, да, пока все не случится. И вот он смотрит с завистью и думает: блин, ну как, откуда столько силы воли? Ну как такое может быть? Я мужчина, она женщина. Я так не могу, но она так может. Понимаете, тут прям уже зависть его берет. Зависть, причем зависть иногда такая сильная, что он прям готов психовать сам на себя за свою какую-то слабость, за свою вот эту безвольность. Ну и опять же, вот эта разница полов, не знаю, может, он у вас немножечко там старой закалки, либо его там, не знаю, впечатлил домострой. Вот. А тут, понимаете, вся вот эта концепция, что женщины слабые, мужчины сильные, там, женщины глупые, мужчины умные, она прям перевернулась. Перевернулась, и он такой: блин, мир рухнул. Но как такое может быть? С одной стороны, он этому рад, с другой стороны, не рад. Еще раз говорю, он еще не знает, как правильно на это реагировать. Он не выработал эту стратегию. С одной стороны, есть очень много плюсов, но с другой стороны, очень много минусов. И в целом мы видели на картах, да, что все равно он вас любит. И как ни крути, эти тучи, они никак не повлияют на ваши отношения. Наоборот, тучи пройдут, а любовь останется. Мужчина строптивый, мужчина такой немножко с характером таким эгоистичным, назовем это так, эго раздуто. Но с другой стороны, вы для него пример для вдохновения. Он понимает, он сердцем чувствует, что с такой женщиной, как вы, он далеко пойдет, точно не пропадет, да, и вы честная, вы не предадите, не обманете, а наоборот и сама взлетите, и ему поможете взлететь. В это он точно верит. Ну, не знаю, девочки, как по мне, так вот, смотрите, да, вы здесь красивая, в каком-то невероятном наряде, а он вам руку подает. Ему очень хочется, чтобы вы на одной площадке стояли. Очень хочется, чтобы вот приблизиться к вам и догнать, да, быть равными. А тут еще четверку показали. Четверка — это знак семьи, семейных отношений, любви, брака, даже венчание по четверке проигрывается. Вот об этом он мечтает. А еще ему очень хочется, чтобы вы никому не принадлежали, а принадлежали только лишь ему. Но это невозможно, он это тоже понимает, да, потому что у вас есть родственники, да, у вас, возможно, животные есть, и вы любите одинаково, да, одинаково любите и людей, и животных.
и никого не намерены терять, забывать в угоду там, другому человеку. Скорее всего, вы ему об этом говорили. Вообще этот мужчина видит какую-то идеальную жизнь, где вы на равных и где между вами какая-то абсолютная гармония, доверие и любовь. Да? Соответственно, любовь. Готов всех петушков от вас отгонять. Ну, я так понимаю, что молодых, красивых мужчин. Готов за вас драться, готов идти на пролом. Ну и также готов от какого-то своего хвоста избавиться. Хвостами очень часто показывают старые какие-то привычки, какое-то такое поведение, да, не очень хорошее. Проблемы еще могут показать, такие застарелые, заскорузлые. Ну и привязки тоже могут показать. Например, дурные привязки, там, если мужчина выпивает, а вы это не приветствуете, да, либо там покуривает, и вам это не нравится, либо там лудомания немножко страдает. Ну вот готов сбросить хвост. Мои дорогие, на этом все. Берегите себя. Всем спасибо за внимание. Всем пока-пока.